Алейкум, ребята. Очередная торговая сессия от меня для вас. И сегодня мы решим $500 минус $1000. Вот где-то плюс-минус зарабатывать. А также под этим видео я оставлю ссылку на свой телеграм-канал, где вы можете участвовать в моих прямых трансляциях абсолютно бесплатно и заработать вместе с нами. На сегодня уже мы заработали, получается, тут есть сделка VIP-канал. А также вот это две последние на моем открытом телеграм-канале были. Забрали свой плюс 4584. Я хочу дойти до 5000, поэтому решил записывать видео в дальнейшем и зарабатывать на видео. Так что вам приятного просмотра, от вас лайк и комментарий, если не жалко. Тут можно зайти на повышение сделок. 1 минута, как мы знаем, тут есть у нас определенная точка, да, входа была, поэтому лучше зайти на повышение цены. Теперь посмотрим результат этого сделка. Получается, плюс-минус нам понадобится 6-7 сделок сделать, и это будет короткое видео, и то будет приятно для моего YouTube канала. И да, некоторые вы будете спрашивать, почему ваш баланс скрыт, да, мой баланс точнее скрыт. Это потому что у людей есть глаз, могут сглазить, поэтому потом у меня дела не этот пойдет, короче, не в ту сторону. Поэтому лучше, ребята, вот так нормально, и я зарабатываю, и вы будете смотреть. Если вы кушаете, вам приятного аппетита, и смотрите видео до конца, будет интересно, что получается абсолютно в этом YouTube канале моем, точнее. Все видео входит без монтажа, поэтому можете смотреть и радоваться. Первая сделка зашла плюс. В дальнейшем шаг, что тут мы можем принимать? Можно еще раз зайти на повышение цены, но надо в идеале бы точка входа найти. Точка входа у меня не самый идеальный. Я мог вот ждать этого момента, да, опять же, но цена может не докатиться до этого момента, и мы пропустим сделку, да. Поэтому трейдинг, особенно финансовый рынок, это есть часть риска, в котором ты будешь вложить свою средство и заработаешь на этом фиксированный как бы сумму, да. А также тут важно понимать, иногда приходится принимать решения там, где ты не уверен, да, в этой сделке. Иногда так тоже придется, поэтому тут не будет одних подряд плюсов и так далее. Да, иногда, если будешь идеально ждать точка сопротивления, поддержки, потом можно зарабатывать. Но иногда придется зайти как бы на компромисс рисков и зарабатывать же эту сумму. Вот как я вам сказал, если я ждал этого момента не был бы, и мы бы не заработали с этой валютной пары деньги, да. Тут мы забрали два плюса, теперь меняем валютную пару и ищем новые валютные пары, там будем торговаться. Тут можно зайти на 5-минутную, посмотреть, что происходит. Тут идеальный момент для точки входа, а также может быть пробытие, да. Поэтому после каждого точка, который уровень мы обновляем, да, тут было, понятное дело, уровень поддержки, поэтому мы зашли куда? На повышение сделок. Если уровень пробития нижний будет, значит мы что будем делать? Просто удваиваем свою сумму на второй догон и будем на перекрытие зарабатывать деньги. А также у меня есть VIP-канал, там тоже абсолютно бесплатно. Можете зайти в моем телеграм-канале, подписаться, посмотреть мои результаты, которые я даю людям и которые реально со мной зарабатывают честным путем. Не так, чтобы была там какая-то сказка, нет. Если правилу будешь как бы соблюдать, ты зарабатываешь тут. Если ты азартный игрок, ты потеряешь тут все. Поэтому лучше работать с умом. Получается, это третья наша сделка зашла в плюс, да, получается, по итогу. Как мы видим, пакет option ничего не обновился, но тут 3 сделок у нас зашла в плюс. Теперь в дальнейшем шаг наш. Можно ли тут торговаться дальше или нет, да? Задаете такой вопрос. Тут можно торговаться, по идее тут надо зайти, как бы подождите теперь на понижение
тут надо зайти. Вот теперь мой вопрос к вам. Почему я на понижение зашел, а не на повышение цены? Вот это самый интересный вопрос к вам будет. И через минут 15 я вам потом скажу. 15 секунд пройдет, я вам скажу. Может быть, моя как бы сделка ошибочная, да? А так может быть играть в мою пользу. Почему? Потому что сейчас я вам объясню. Теперь, да, как я и сказал, 15 секунд объясню вам ситуацию, да. Тут есть четкое понимание линия поддержки, да, уровень. Вот было. Теперь мы пришли к этому зону, да. Теперь вот цена говорит, что я буду как бы дальше, да, подняться вверх. Но я этого не верю. Почему? Потому что это откатная ситуация к уровню, потом дальнейшем шаг. Либо обратно вернется в данный коридор или нет. Поэтому эта сделка наша не успешна. Поэтому я зайду еще раз на понижение сделок. А также, да, тут понятное дело, был откат, да, он может подняться, обновить данную коридор, да, цену. Но шанс того, что вот это уровень, видите, вот обновил вот это свеча, не просто так же. Правильно? Если это был тень, я бы не заходил на понижение. А так есть, естественно, объем, поэтому я куда зашел? На понижение сделок. А теперь на 5-секундном мы посмотрим, как цена наша будет отреагироваться. Правильно сказал или неправильно? За мой русский язык, короче, строго не стоит, пацаны. Наблюдайте просто и все. Если эта сделка заходит в минус, валютную пару я быстренько меняю. Моя правила торговли вот так. Два неудачных минуса в один валютный пара. Мы сразу меняем. Идем к другой валютной паре, да. Тут гэп верхний и все. На этом мы потеряли. Получается, это уже ошибка в мою роль играла, да. Там можно было, да, вы сейчас скажете, почему идет цена вверх, ты заходишь в понижение, да. И также вот тут можно зайти на повышение цены, не на понижение, да. Но ситуация бывает разной. Иногда объем тебе дает пробой данной точки. Теперь я вам сейчас скажу, что тут может происходить. Да, тут есть объем, да. Это предпоследняя наша сделка была, да. Но тут был откат к этому уровню. Из-за этого мы что думали? Будет понижаться, но ошибку совершили, ничего страшного. А вот тут уже идеальный момент был тень, откат, вот первая, вторая и это третья свеча, понятное дело, должно закрыться как бы зеленым, да. Поэтому ждем результат этого сделка. $484, да. И забрать свой плюс. Забрали, да. Получается тут у нас 3 прошла, 2 не прошла, да. Но в итоге мы опять же в плюсе, да. Правильно понимаю? Правильно. $445. Наша чистая прибыль. Отсюда минусуем $320. Получается $125 чистыми остается у нас на перекрытие сделок, да. А вот тут обновим. Тут видите, только 4540 долларов показывает. Но что-то не так с этим пакет опшеном походу. Поэтому спускаемся на $100, опять со $100 будем торговаться, и потом в конце посмотрим, сколько удалось нам зарабатывать. Тут эта валютная пара нам не подходит, а вот тут интересный момент, восходящий тренд плюс доминация на понижение, да. Но точка входа не самый идеальный. Лучше бы найти то место, где точка входа у нас идеальным будет. Поэтому давайте ищем эту точку входа. А тут что? Есть нисходящий тренд, да? Тут есть разворотный свеча. Правильно, правильно есть. А теперь точка входа идеальный. Но не сказать прям идеально. Но давайте подождем. Вот если цена дойдет вот до данной области, отсюда можно и рассмотреть на повышение сделок, как бы, да. И тут у нас, как мы видим, до сих пор не обновился, походу. Вот тут, получается, сейчас я вам скажу. Вот тут мне показывал 40 сделок, да?
а тут я уже совершил 46. Правильно? Совершил 46. Это обновил 45 сделок, да, за сегодня. Вот эту последнюю еще мы не обновили сделку, а тут уже евро USD мы нашли точку, заходили на повышение, правильно. А тренд какой же был у нас? Да, тренд, ну, разворотный тренд был, да. Теперь ждем 35 секунд и результат нашего сделка. Пока что 10 пунктов в плюсе, это не самый идеальный. Ну, что делать? Нормально, сойдет. Ждем результат. Главная точка входа мы своего нашли. Если я бы заходил отсюда, да, где-то тут же был цена, то получается мы уже в минусе были. Мы ждали точка входа, зашли по точке входа, и теперь получается сколько пунктов? 33 пункта, это идеальный момент. Все, еще одна сделка у нас в копилке. Это не обновился. Давайте один раз сделаем вот так. Торговать. Может обновиться, нет? Нет. Ну, давайте еще один-два сделок сделаем, потом посмотрим, удалось $500 заработать или не удалось. Но больше $500, если честно, удалось нам зарабатывать. Да? Да. Больше $500 нам удалось зарабатывать. Да, если считать вот эту последнюю сделку, уже будет плюс 92, 5000 чем-то. Ну, давайте попробуем еще сделать один-две сделки, чтобы все закончилось у нас в идеале. А тут точка входа не самый шикарный, поэтому давайте лучше ищем. Вот тут можно, по идее, зайти, но лучше ждать момента, где цена, да, будет в удобное нам положение, потом зайти. И некоторые, если вы задаетесь вопросом, да, по какой стратегии я торгуюсь? Я торгуюсь, пацаны, получается, в любом направлении тренда. У меня нет четкое понимание стратегии. Стратегия это у людей бывает, у которых, к примеру, они три графика, да, у нас. Восходящий, нисходящий, боковик, да, кто-то там сидит, скалпирует, а кто-то по уровню работает, а я универсальный, я работаю в любом формате. Если тренд мне подходит, волатильность отличная, и я найду точку своего входа, зайду в сделку, и это самый правильный выбор. И да, бывают моменты, когда я зайду, к примеру, на восходящие линии, да, там торгуюсь, а точка поддержки и сопротивления также. А бывают моменты, когда я уже торгуюсь от точка, к примеру, уровень, который я уже уверен, да. У нас же несколько уровней локальных бывает. Вот тут, к примеру, да, у нас что, тут было накопление, тренд восходящий, мы почему зашли? На повышение цены, да, вы скажете, почему ты именно сюда зашел на повышение цены. Вот есть линия, да, от этой линии мы зашли и на повышение. Был откат. От этой точки мы могли заходить, да, могли, но мы упустили вот эту возможность, да, не заходили, мы чуть вверх заходили. Вторая наша сделка получается от этой тени. Вот эта свеча сейчас обновит данную локацию и обратный откат будет. Поэтому мы зашли куда? На перекрытию сделку. Так что вроде бы четко объяснил, да? Да, от линии до линии можно торговаться. Смотреть, линия тренда куда идет. Не против рынка работать, а против тренда работать. Вот бывает, вот тренд идет, ты по этой тренде торгуешься. Если ты против этого тренда торгуешься, в этом случае ты потеряешь свои средства. Поэтому не надо против тренда торговаться. С умом надо торговаться, и у вас все получится. Так что, вроде бы объяснил, да? Теперь опять давайте на $100, ждем момента и опять же заходим в сделку, да? У нас вот эта 48-я сделка, получается, не обновился, да, получается? Да. И тут можно зайти опять же на повышение, но в идеале бы нам ждать точка входа, если цена дойдет до
точка, где мы хотим зайти в эту сделку. Поэтому ждем чуть-чуть. Если цена дойдет до туда, торгуемся. Если цена не дошла до туда, не будем рисковать торговать. Поэтому ждем момента, когда цена дойдет в данную зону. Угу. Ждем, не торопимся. Тут не надо торопиться. Холодной головой принимаешь и заходишь в сделку. Но иногда бывают моменты, где ошибку совершаешь, точка входа не самая идеальная бывает, да? Такие моменты тоже бывают, но я строго не сужу. Главный факт в том, что каждый должен признавать свою ошибку. Если каждый человек признает свою ошибку, он уже победитель этого мира. Поэтому тут у нас, короче, что-то не совпадает. Давайте я дальше иду по своей дорожке, ищу другие варианты и рассмотреть другие валютные пары, зайти потом на сделку. А вот это что за... А вот это уже интересно, да? Тут на повышение, конечно, но опять же точка входа не самый идеальный вот момент, вот самый идеальный точка входа вот от данной области, да? Но поэтому я буду готовить свое прикрытие заранее и зайдем на точку входа нашего. Если вдруг этого времени не хватит, цена оттолкнется вот сюда, откатит сюда. Отсюда я уже зайду опять же на повышение. 2 сделка максимум на один валютный пара и все. Больше 2 сделка я не сделаю. 2 неудачных сделок в один валютный пару меняется автоматически. Ждем. 45 секунд остается, да, у нас. Тридцать 5 секунд, а это у нас что горит? Это опять, вот видишь, пакет option долго обновится. Вот это в моменте не особо люблю, когда долго обновится, и ты не понимаешь, сколько ты заработал. А также не забываем ставить лайк, комментарий. И можете присоединиться обязательно в мой телеграм-канал. Ссылку оставлю под этим видео. Можете торговаться со мной в прямом эфире и зарабатывать. Задавать свои вопросы. И я отвечу на всех ваших вопросов. Так что тут, вот видите, показывает, что 5000 чем-то мы зарабатывали, 100 чем-то, но я более чем уверен, что я больше этой суммы заработал. Поэтому давайте. Вот это момент, самый интересный момент. Теперь глобально вы найти точка входа, да, в идеале. Вот отсюда можно, по идее, но идеальный вариант было бы, если цена вот до сюда дошло бы, потом оттуда зашли бы, еще лучше было бы. Но ничего страшного, мы как бы перекрытие готовы, да, в случае неудачи зайдем в перекрытие сделок. И все равно забираем свое, потом уходим. И да, вот это обновился бы быстро, еще лучше было бы. Но это не обновится, видите ли. Тупит иногда вот эта система пакет option. Угу. Движение есть. 15 секунд остается до завершения сделки. Еще 2 такие свечи и все, да? Все. 5 секунд и 4. Мы забрали отсюда 2, 1, но неуспешная сделка, да, 1 секунда не хватало. А так еще все шло к тому, что мы хотели, да? Теперь ждем момента и потом заходим в сделку. Если момента не будет, не зайдем в сделку. И вот тут по ходу сейчас будет обновочка. Нет, говорит. Ну, обновите, ё-моё, уже. Валютный пару меняем. Угу. Ошибку я совершил. Тут 220, а тут опять 220, да?
Ну, естественно, это моя ошибка. Ничья ошибка. Если ошибка моя, я должен исправить эту ошибку, чтобы его не было. Тут есть четкое понимание, да, цена кода должна двигаться по идее, да. У нас есть четкое понимание, цена кода должна двигаться. Теперь важный вопрос. Давайте еще раз вот так сделаем. Важный вопрос. Точка входа найти надо. По идее, можно отсюда зайти. И есть еще один область, откуда мы бы могли зайти вот отсюда, да, в идеале B. Давайте вот отсюда тоже зайдем на два прикрытия. И потом меняем валютную пару. Два сделок в одну валютную пару, это уже достаточно. Теперь посмотрим на движение цены тут. Тут четкое понимание того, что откат к уровню, правильно? А теперь мы ждем. Разворота будет. По идее, если мы пробили вот данный тень, да, вот до сюда вода пробили, цена должна дойти вот хотя бы до сюда, по идее, по точка поддержка, да. А также тренд чуть непонятный, да, у нас. Что происходит с этим трендом? Непонятно. Поэтому ждем. Теперь смотрите. Тут видите 52 сделок уже обновился и 5060 чем-то. Но это тоже, вот видите, это сделки наши сгорели. Теперь давайте ищем другой вариант. Это не подходит нам. Почему? Потому что я же сказал, два сделок в одни валютной пары, и все, на этом заканчиваем. Меняем валютную пару. Найдем подходящий нам вариант и потом торгуемся. Если нет подходящего варианта, то и мы не будем торговаться. Тут в Microsoft можно зайти на прощение? Вроде бы можно. А также я должен зайти на 3 сделок, да, правильно, на 3 сделок зайду. Это 3 сделок закроет вот это все. Да, по идее вот так должно быть. Чё, блин? Я сейчас на Microsoft не был вроде бы, да? Или я тут был? Я что-то перепутал, да? Apple OTC мы заходили. Ничего себе. Ладно, ждем. И тут надо сразу уменьшить. Почему? Потому что одна ошибка нам вот такой результат дал, да? На такой догон. Я не хочу повторить эту ошибку. Поэтому 714 покрывали вот это, 714 покрывал вот это остальные 600 чем-то. Получается, если по 200, да, считать, тут 214. 3 сделок закрыли вот этого. Вот эту сделку не закрыта, да? Да. Давайте тогда вот так сделаем, чтобы его тоже закрыть. Можно на понижение зайти, но точка входа не самый идеальный, пацаны. Почему? Потому что откат может быть вот до данной области, потом отсюда зайти опять же на понижение. Ну, ошибку я совершил, теперь я буду сам решать его. Никто за меня ошибку не будет перебирать, так как бы это вот так и действует. Отката я должен был ждать, потом зайти в сделку. Я сам не ждал этого отката, поэтому и придется вот так вот. Вот так вот заходим. Опять же рано. Теперь вот такой, да, сделок остался у нас. Ничего страшного. Вот, видите, 55 сделок. Вот это 3 сделок мой еще не обновился. Говорю же, пакет option тупит. 4 секунды остался, да, 3. Это не заходит, это его перекроет, по идее. Давайте на 100 спустимся пока что.
ты обновишь или нет. Это пакет options с ума сходит, если честно. От моих сделок с ума сходит. И да, ребята, некоторые говорят, что голос плохо слышно. Не знаю, вам как слышно. Вот у меня есть iPhone 16 Pro Max. Когда я заливаю видео, я слушаю с этим телефоном. Очень хорошо идет как бы запись моего голоса. Не знаю, может дело в телефоне или в наушниках. Постарайтесь, слушайте. Но пока что у меня микрофона нету. Почему? Потому что сейчас в данное время я в чужом стране, не там у себя дома. Поэтому вся мой комфорт дома находится. А тут я на отдых прилетел. Из-за этого, ребята, строго не судите. В дальнейшем шаг буду постараться решать этот вопрос по качеству звука, а также далее. Тут мы профукали момент, точка входа, поэтому вариантов больше не было, поэтому отсюда я заходил на сделок, а это говно еще не обновился. Ладно, ждем результат и посмотрим. Ну, если вы возьмете калькулятор, вот считать, вот отсюда мы начали, да? Если отсюда считать, то все четко подходит по сценарию, то, что мы зарабатывали уже больше. Вот, обновился это говнюк. Да, вот эта сделка заходит, и это наша последняя сделка будет. Им цель была заработать, получается, $1000. Мы заработали уже $1500, да? Плюс-минус. От вас только лайк, комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Дальше будет интереснее. Всем удачи. Вот давайте еще раз покажу вам, что тут 5982, да, и вот эта сделка последняя прошла, и этим уже 6000 чем-то лишним я уже зарабатывал. Так что газуйте, будьте аккуратней, осторожней.